сюда. Мое намерение, как проводника Майтреи Будды, коим я себя ощущаю, совершить очень важную вещь. Я соединяю Запад и Восток. Я соединяю славянские традиции и восточные. То есть я освоил метод рейки, метод цигуны в даоско-буддийской традиции и приношу это на славянскую российскую почву, соединяю с родовыми программами. Поэтому у меня есть такое переплетение славянских, российских методик и вот этих восточных. Это первое действие, которое я совершаю. Второе действие, которое я совершаю осознанно, я соединяю сердце, душу и ум, разум. Потому что, по мнениям некоторых практиков, существует единый Бог, Бог Абсолют, Бог Божественный разум, Божественный закон. И когда вы в этом пространстве существуете, то вы подвержены карме, кармическим возмездиям, вы развиваете свой божественный разум, но очень часто люди, идущие по этому пути, есть такие религии умные, которые именно разум, сознание развивают. Буддизм относится к таковым. На этом пути часто многие теряют связь с сердцем, с душой. Есть путь души, сердца, и есть так называемый Бог Отец, который является отцом всех душ человеческих. И вот кто-то идет по пути души и сердца, отключив разум, кто-то идет по пути разума, отключив сердце и душу. Я хочу соединить эти два пути. Абсолютное знание, абсолютный разум. И все это, используя этот каркас как каркас энергетический, наполнить эту сферу божественной любовью. То есть, все-таки я даю предпочтение сердцу и душе, интуиции, это самый главный источник, но тем не менее разумное объяснение твоего интуитивного прозрения очень важно. И в идеале это абсолютное знание, абсолютный канал. Есть на знании, когда сердце и любовь соединяются с абсолютным знанием. Вот это, на мой взгляд, самое правильное действие. Ну и в связи с этим я также проповедник и сам в своей жизни стараюсь это осуществить. Я сторонник парного просветления. Я считаю, что сейчас времена на Земле и в России в особенности такие, что время индивидуального просветления немножко отошло в прошлое, и сейчас для России актуально парное просветление, когда женщина и мужчина, Бог и богиня, подключившись к небу, к земле, ко всем уровням духовного расширения сознания, ко всем уровням своих высших возможностей, реализуют на земле божественную идею возвращения на землю райского пространства. Они живут в раю, они воспитывают в гармонии, в ладу и в согласии детей своих, соединившись с родовым каналом. И вот это позволит на землю и в Россию, и на землю вернуть рай, потому что земля — это райское место, но в силу определенных причин мы немножко и место попортили, и себя исказили, и связи с своими внутренними обстояниями божественными и внешними утратили, либо ослабили. Вот моя задача — восстановить все эти связи, соединившись с моей женщиной, с моей прекрасной половинкой, целинкой, с богиней, вот создать пространство райского взаимодействия в мире, пригласить сюда на воплощение божественных детей, мощных предков, красивых, гармоничных, из высшего, пригласить их из Ирия, то есть тех предков, души которых там звездами сияют, то есть это просветленные существа, которые здесь, в этом мире, сразу изменят пространство. А я подготавливаю почву к рождению таких детей. То есть я, в принципе, это уже, можно сказать, сделал. И вот это все в процессе творения, но все равно вот это мое четкое, ясное намерение. И я знаю законы, как самому попасть в рай и пребывать в Адвайте, в этом мире, вне двойственности, в раю. И как то же самое, если еще есть женщина, соответствующая по своим качествам и кармическим возможностям, то когда два человека встречаются и любят друг друга, они оказываются в раю. Их кармические отрицательные энергии нейтрализуются, а усиливается пространство света вокруг. Если знать законы, знать, откуда пришло и как это удерживать, и как это усиливать и сохранять, и что такое любовь, я всеми этими знаниями обладаю, то можно жить в раю, родить божественных детей прекрасных, и любовь с каждым днем будет только увеличиваться. И это все приведет к тому, что когда появится таких пар много, достаточно много, но вот закон есть синергии, то есть если таких человек будет или пар хотя бы несколько сотен, несколько тысяч, это очень мощное воздействие на всю страну, на всю планету, и будет ускоренное просветление, потому что вот это парное творческое взаимодействие, на мой взгляд, самое главное.
И у меня есть все методики, у меня есть методика соединения сексуальной энергии со всеми другими энергиями, вплетение ее в творческое и сердечное пространство, и методики объяснения необходимости этого соединения. Потому что в человеке свято все. И сексуальные взаимодействия, и все уровни взаимодействия. Человек абсолютно святое, божественное существо, абсолютно совершенное. Человеку не нужно совершенствоваться, ему нужно восстановить свое прежнее совершенное состояние. Вспомнить, что он на самом деле изначально глаз Бога, глаз Вселенной, единое божественное существо, прекрасное и совершенное, как и мир. Потому что Вселенная и мир – это абсолют в разверстке. Бог создал абсолютное, избыточно абсолютное произведение, то есть все мироздание избыточно абсолютное в каждой своей точке. Каждая точка является бездной энергии, бездной новых вселенных, и она множится и редуплицируется, повторяет само себя и само себя усиливает. И это бесконечность во всех направлениях, и во времени, и в прошлом, и в будущем, и в уменьшении, и увеличении. И поэтому, а человек, что такое человек? Человек – это глаз Вселенной. То есть человек – это то, на что он смотрит. Он смотрит на совершенное пространство, и он внутри отражение, это как бы Вселенная в миниатюре или изнанка Вселенной. Как я могу быть несовершенным, если я отражение всех божественных законов, и я есть продолжение этой Вселенной? Я Вселенная, смотрящая на саму себя. Я Творец, смотрящий на самого себя. Как я могу быть несовершенным? Я абсолютно совершенен. Я и есть Творец, я и есть его произведение. А в Сына даже человек вкладывает самое лучшее в произведение. Поэтому во мне заложено еще столько всего нераскрытого. Поэтому я считаю, что нам надо не совершенствоваться, а вернуть свое прежнее свое совершенное состояние. И в этом состоянии что делать Богу и паре? Праздновать свое божественное существование. Любить, жить душой. Творить в разных других вселенных, творить новые пространства, новые миры. Человеку, который находится здесь, соединился в себе с Богом, дана возможность, одновременно находясь здесь, никуда не улетая, не отрываясь с земли, на тонких планах, продолжать сотворчество мироздания с Творцом, с Богом, творить вселенные в других воплощениях, в других временах. И это счастье на самом деле, быть в единении со всем мирозданием, держать все эти планы и соединиться с Творцом в этом действии. Спасибо за информацию.